Привет, меня зовут Владимир, я руководитель проекта республиканского «Поправляйся». Сегодня в целом я хотел бы рассказать о проекте «Поправляйся». Наш проект был создан буквально недавно для того, чтобы бороться с коронавирусом. На той практике Китая, Америки, Италии понимали, что скоро эта беда придет к нам в Россию, в нашу республику и в наши семьи. Поэтому мы решили не оставаться в стороне, придумали такой проект «Поправляйся». Торговая сеть «Хозмаркет» и лично наш директор Феоктистов Максим Владимирович участвуем в общереспубликанском проекте «Поправляйся». Я стою на фоне нашего грузовика, который принес костюмы индивидуальной защиты для наших врачей, медсестрам, санитарам, которые работают и борются за нашу с вами жизнь и жизнь наших близких. Сегодня мы получили от сети «Хозмаркет» средства индивидуальной защиты для наших врачей. Они выглядят вот таким образом. Это одноразовые костюмы, комбинезоны. И будем передавать их нашим врачам, которые борются сейчас с коронавирусом. Сейчас мы приехали к Дмитрию в гости, компания New Vision, рекламное агентство. Почему вы вообще решили помочь нашему добровольческому движению «Поправляйся»? Мы, как предприниматели, вообще я считаю, что долг каждого предпринимателя помочь именно предпринимателя, не как активного гражданина, а как бизнеса. Сейчас в тяжелое время помочь также нашим жителям, также помочь государству. Государство, я думаю, что тоже нам, конечно, поможет, но сейчас мы думаем не об этом, мы думаем о том, чтобы справиться с этой проблемой всем вместе нам. Дмитрий, можете немножко рассказать, что вы сейчас сделали для движения «Поправляйся»? Что распечатали? Мы распечатали вам наклейки на автобусы, мы сделали вам, чек-листы на холодильник в магнитике, тоже, чтобы люди знали, что-то записывали. Толстовки. Еще толстовки, еще толстовки сделали. Чтобы у вас тоже была узнаваемость ваша. И готовы еще, конечно, помочь. Друзья, я призываю всех соблюдать режим карантина, беречь себя, оставаться дома, чтобы быть здоровыми. Очень много предпринимательских проектов, которые вне нашего проекта «Поправляйся», проходят, о котором я могу рассказать. И это у нас компания «Ганза», которая буквально недавно оказала содействие детскому саду «Искорка» муниципальному, который является дежурным детским садиком. Также это компания «Ростор», магазин хозяйственных товаров. Они одной из больниц города Якутска тоже оказали содействие в предоставлении средств дезинфекции, бытовой химии. Привет всем, меня зовут Мария Романова, я являюсь директором компании Kids Food, которая представляет столовую 203 вкуса, ресторан Масамун Рамен. И сегодня мы хотим запустить акцию поддержки наших самых главных людей, врачей, которые помогают нам. Сегодня мы угощаем врачей салатом коулслоу и овощным, также десертами в виде панкейков, картофельным пюре с котлетой и рис мозаика с курицей. Я надеюсь, что им очень понравится. Сегодня мы повезем в две больницы. Это у нас городская клиническая больница, и республиканская больница номер 2. В принципе, те коробки, в которых мы повезем, уже все подготовили. Очень хочется надеяться, что вся эта ситуация поскорее закончится. Я призываю всех горожан следовать рекомендациям наших властей, не усугублять ситуацию. Вместе мы справимся.
и все это быстро закончится. А теперь вперед по больницам, развозите беду, уже время обеда. Поехали! Нам всем сложно. И сейчас уже речь идет не только там о сохранении рабочего места, а вообще о сохранении индустрии, вот этой пищевой промышленности как в целом, вообще самого предприятия. Мне хочется, чтобы поскорее это все прошло. Мне хочется, чтобы люди слышали нашу власть, чтобы они сидели вот дома, как все говорят, да. И также меня очень удивило, что у меня тетя сама работает в больнице, и она говорит, что мы каждый день покупаем обед. То есть каждый день вот она тратит деньги, но если она не успевает, она приходит очень поздно домой и не успевает готовить. К слову, вот с предпринимателем мы вообще как взаимодействуем? Мы пытаемся найти тех людей, кому нужна помощь, те организации, находим предпринимателя и пытаемся их свести. Выступаем как связующее звено, ну, как проводник, можно сказать, между предпринимателем и тем, кто получает помощь. Я как руководитель компании Сигол, меня зовут Сергей. Мы приехали нашим коллективом совместно с волонтерским центром для того, чтобы передать средства защиты, маски, дестросфоры, которые действительно на сегодняшний день требуются нашим старшим пожилым людям, которые проживают здесь. Мы с удовольствием это делаем. Почему? Потому что понимаем, что как раз эти люди, наверное, в зоне риска, наверное, первые. Приветствую! Мы вот такой командой к вам. Команда большая. Да. А мы здесь третий день. Как это? Здороваться сейчас так, да, говорят? Вот так вот? Да, или нога. Ну, я уверен, что это будет не лишним. Конечно, это самое... Те вещи, которые вы заказали, мы это тоже привезли. Ага. Вот, ну, что, бабушкам, дедушкам наш привет большой. Спасибо, что в стороне не стоите. Это на данный момент самая актуальная вещь. Ага. Самая нужная вещь, чтобы защита для наших проживающих и для сотрудников была. Ну, им большой привет от меня. Да, настрой у нас боевой. 50 человек круглосуточно 2 недели на изоляцию по решению оперштаба нас отправили. Ага. Так что нормально. Ага. Ну, отлично. Ну, все. Да. Давайте. Сегодня у нас нет времени на раскачку. И скорость — это очень важный момент, и мы должны максимально вложить все усилия, чтобы побороть эту болезнь, коронавирус, вот, пандемию, которая захватила весь мир.